Мы продолжаем освещать самые заметные события. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. И вот основные темы. На сегодня в республике заготовлено 67% сена от общего плана. В Якутии продолжается кормозаготовительная кампания. Высадка молодых хвойных саженцев, огромная работа по компенсации уничтоженных в результате пожаров участков якутской тайги. В Нерюнгринском районе республики продолжается акция «Сохраним лес». День российского кинематографа на региональном масштабе. Продюсерский центр выпуска сериалов НВК «Саха» объявил о выпуске 5 новых сериалов. Глава республики сегодня работает в Нерюнгринском районе. В программу Айсена Николаева включены осмотры хода основных ремонтных работ в поселениях и городе Нерюнгри и большое совещание по перспективам социально-экономического развития Нерюнгринского района Якутии на 2022-2026 годы. Более подробно с пунктами визита главы нас ознакомит Екатерина Павлова по прямой линии. Екатерина, вам слово. Добрый день, Надежда. Первым пунктом рабочего визита Айсена Николаева в Нерюнгринский район стал осмотр хода строительства аэропорта в поселке Чульман. Работы по взлетно-посадочной полосе выполняются подрядчиком компанией «Стройдорсервис» в соответствии с графиком. И ограничения на прием воздушных судов 1-2 классов снимут уже к ноябрю этого года. Кроме того, идет активное строительство здания аэровокзала, планировка прилегающего ландшафта, подготовка привокзальной площади к проектным работам. Следующим пунктом визита стал осмотр хода реализации программы благоустройства дворовых территорий в поселке Серебряный Бор. Здесь недобросовестные подрядчики в 2017 году оставили придомовые участки в том состоянии, в котором они были после стройки. И на их счетах нет денег, поэтому нет возможности принудить их к исполнению обязательств по контракту. Навстречу органам местного самоуправления и жителям поселка пошел глава Якутии Айсен Николаев, поручив выделить из бюджета республики целевые средства в размере 27 миллионов, и к концу сентября должны быть приведены в порядок 7 дворовых территорий многоквартирных домов, построенных по программе переселения из аварийного жилья. Будут обустроены внутриквартальные проезды, парковки, тротуары, детские площадки, установлены ограждения. В настоящее время работы выполняются в соответствии с графиком. В городе Нерюнгри глава осмотрел ход ремонтных работ главной городской артерии – дороги по улице Ленина. Здесь со стороны улицы Геологов начат капитальный ремонт. Изначально он был рассчитан на 3 года. Сегодня сроки сокращены до 2 лет. В данный момент глава проводит совещание по перспективам социально-экономического развития в Нерюнгринском районе на 2022-2026 годы. Так как сегодня в Южной Якутии большой праздник – День шахтера, следующим пунктом программы главы Якутии в Нерюнгри станет участие в торжественном собрании и поздравления горняков. Надежда. Екатерина, благодарю за предоставленную информацию. Напомню, с нами на связи была наша коллега Екатерина Павлова. В Якутии продолжается кормозаготовительная кампания. По оперативным данным Минсельхоза Республики, сегодня в Якутии скошено более 321 тысячи сена. Заготовлено чуть больше 300 тысяч, что составляет 67% от плана на текущий год. Для достижения цели формируются мобильные бригады не только на территории республики, но и в Амурской области. В лидирующих позициях по кормозаготовке сегодня находятся бригады Булунского района, выполнившие 93% от плана, а также Вилюйский район, заготовивший 90%. Наибольшее отставание наблюдается в Горном, Усть-Алданском, Аймиконском, Тампонском и Чурапчинском районах. Главой республики Айсеном Сергеевичем и руководством правительства республики приняты все управленческие решения в отношении оказания помощи всем сельхозтоваропроизводителям. В первую очередь предусмотрено из резервного фонда правительства республики Саха-Якутия 170 миллионов рублей на перевозку кормов из других субъектов и отдаленных участков. Сегодня муниципальными образованиями принимаются ряд
решений и управленческих решений в отношении перевозки кормов. Это в основном касается в первую очередь Усть-Алданского, Тампонского, Эммеконского и Горного районов. И последнее, хотел бы отметить, что сегодня правительством республики, Министерством сельского хозяйства, принимается определенный ряд мер помощи, по оказанию помощи пострадавшим от лесного пожара в селе Бескуль Горного района. А в Ленском районе план по заготовке сена этим летом 6300 тонн. Пока удалось накосить 5800. В управлении сельского хозяйства ведутся подсчеты. Покосы в отдельных наслегах района еще не завершены. Так как у нас прошлогодние осадки остались еще где-то около 350 тонн, скорее всего, мы вытянем план на 98%. Но на сегодняшний день у нас еще звенья все действуют, все накосятся, так что говорить об итогах пока еще рано. По конце августа, в начале сентября уже подытожим, и тогда уже будет известно. Дмитрий Садовников провел выездное совещание по ремонтным работам объектов национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Так, первый заместитель председателя правительства республики посетил реконструируемый участок автомобильной дороги НАМ, протянувшийся с 11 по 18 километр. На основном отрезке объекта завершилась работа по стабилизации грунта. Сегодня началась укладка нижнего слоя асфальта, по завершению которой начнется благоустройство дороги. Вторым пунктом объезда стал участок автодороги, расположившийся с 99 по 118 километр, где идет работа по капитальному ремонту. На этом объекте на сегодняшний день проделана укладка асфальтобетонной смеси на 16 из 18,5 километров дороги, что не соответствует ранее установленному графику. В целом, по программе у нас не такой большой объем работы по всей республике. Это 217 километров. В твердом покрытии это где-то 66 километров. И один из направлений это дорога НАМ, Умнас и Заречье. И здесь на этой стороне только исполнение дорог на твердом покрытии, то есть асфальтом, да. И здесь в сторону НАМСа мы посмотрели два объекта. Если по одному больших нареканий нет, то по второму, конечно, есть замечания. И я отмечаю, что и заказчик, и наблюдатели, и исполнитель, работа их оставляет желать лучшего. Сегодня подрядчик и заказчик отмечают, что есть отставание на 2 недели. Я считаю, что где 2 недели, там и третья найдется. Поэтому сегодня ставил задачу, что надо ускоряться, надо работать круглые сутки. Когда мы проводили совещание, докладывали, что все нормально, но я решил воочию убедиться, что да как. И что увиденное, оставляет, для меня какой-то осадок оставил. Поэтому буду требовать, чтобы ускорение здесь было и к сроку мы выполнили. По оперативным данным авиалесоохраны на территории республики действует 46 природных пожаров. За сутки ликвидировано 9 на общей площади свыше 278 тысяч гектаров. На тушении задействовано более 1000 человек и 97 единиц техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС и в рамках межведомственного маневрирования сил и средств Федерального резерва авиалесоохраны. В населенных пунктах Усть-Майского района задействованы специалисты МЧС России. Проводятся работы по расширению минерализованных полос, тушению отдельных очагов и дотушиванию локализованных пожаров. Авиация ведомства за сутки слито 443 тонны воды, передислоцирован 151 человек и перевезено более 8 тонн груза. Все превентивные мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов выполнены. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Энергетики структурного подразделения Нерюнгринская ГРЭС присоединились к всероссийской акции «Сохраним лес» и высадили саженцы сибирского кедра в урочище реки Налды Нерюнгринского района. Продолжит Екатерина Павлова.
Пострадавшая от лесных пожаров Якутия начинает мероприятие по лесовосстановлению. Всероссийская акция «Сохраним лес» стартовала в Нерюнгринском районе. На территории урочища Налды, которая пострадала от пожаров в 2008-2009 годах, участники акции, работники Нерюнгринской ГРЭС и Чульманской ТЭЦ вместе с другими волонтерами высадили 10 тысяч саженцев сибирского кедра. Есть выражение такое, что леса – это легкие нашей планеты. Это действительно так. И поэтому вот сегодняшняя акция «Сохраним лес» особенно имеет большое значение в связи с напряженной лесопожарной обстановкой. Принимают участие здесь сегодня не только представители старшего поколения, но и молодежь, что отрадно очень. Коллектив Нерюнгринской ГРЭС сегодня в составе 23 человек тоже прибыл на посадку. Надеемся, что хотя бы если не мы, то наши потомки будут наслаждаться чистым воздухом кедрового леса. Высадка молодых хвойных саженцев – огромная работа по компенсации уничтоженных в результате пожаров участков якутской тайги. Энергетики не остались в стороне от такого важного и необходимого дела, с энтузиазмом поддержав инициативу Нерюнгринского лесничества. Завершатся посадки в рамках всероссийской кампании по восстановлению лесов в ноябре. Всего в рамках акции планируется высадить 70 миллионов деревьев в 85 регионах страны. Леса – это основное богатство нашей страны, нашей республики. И, конечно же, мы должны в ответ на климатические вызовы, которые сегодня преследуют из года в год не только нашу территорию, но и по всему миру можно это видеть. Мы должны дать четкий, внятный ответ. Ответ наших людей. Это добровольцы, которые сегодня все вместе выходят, сажают деревья, восстанавливают лесопосадки. Это то богатство, которое мы должны сохранить нашим потомкам. Для энергетиков высадка саженцев кедра в рамках акции «Сохраним лес» не первая в этом году. В начале лета посадили 50 молодых берез вдоль одной из центральных улиц города Нерюнгри и на территории поселка Серебряный Бор. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. 26 августа в Нижнем Новгороде были подведены итоги всероссийского конкурса лучших проектов среди малых городов и исторических поселений по формированию комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда». Победителями этого года стали проекты городов Нюрба и Покровск. Отметим, что эти города стали победителями уже во второй раз. От Якутии участие принимали 6 малых городов – Алдан, Ленск, Мирный, Алекминск, Покровск и Нюрба. По итогам города города получат по 50 миллионов рублей на реализацию своих проектов. Город Покровск представил проект благоустройства бульвара, Нюрба – набережную реки Вилюй. Напомним, в конкурсе участвуют малые города с населением до 100 тысяч человек и исторические поселения федерального и регионального значения. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают отечественные кинематографисты. Этот праздник официально начали отмечать с 1988 года. Сегодня в честь этого праздника продюсерский центр выпуска сериалов НВК «Саха» объявил о выпуске 5 новых сериалов с будущего телевизионного сезона. Напомним, что НВК «Саха» в октябре 2019 года создал специальную службу по выпуску телесериалов, в котором сегодня работают 15 человек. Это сценаристы, режиссеры и операторы. В новом телесезоне мы планируем показать 5 сериалов. В октябре выйдет сериал «Джолтага. Камень счастья» по сценарию Даны Сарт, режиссер Марина Платонова, оператор-постановщик Дмитрий Сергучев. Потом в ноябре мы покажем сериал «Хатаны. Взаперти», режиссера Радомира Афанасьева, оператор-постановщик Гаврил Дичков. В данное время идет работа еще по 2 сериалам. Один сериал снимается по сценарию Варвары Ивановой, режиссер Марина Барашкова. Второй сериал по сценарию Даны Зар, режиссер Лена Эверстова. На этом у меня все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.